Эгер сиз жүгөрү менен иштесеңиз, Это дальнейший сбыт или его использование. Куда он сможет продать, реализовать или использовать, как. Вот. Так как в Кыргызстане очень много скотины, он может ее легко продать. технология выращивания, она идет не от ручного труда, как раньше. И можем сопровождать от начала до конца консультации. Основная цель и задача была повысить рентабельность кукурузы для фермеров. Покупая все дорого, если он будет продавать дешево, то он завтра скажет: я не буду землей заниматься. Это просто, да, это бросит. Каждый день у нас идут отгрузки от 10 до 15 машин. Урожайность оказалась выше того среднего показателя, который раньше получали фермеры. Да? Это делают все фермеры, независимо, плохой фермер или хороший фермер. Часто задаваемых вопросов, как он подходит для скотины. Цена на сегодняшний день за мешок $115. Здесь 50 тысяч пассивных единиц. Здесь в мешке 80 тысяч семян. Где вы свои деньги теряете, где вы наоборот зарабатываете. Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр? Саламатсыңарбы, урматтуу дыйкандар? Агролайф KG YouTube каналдын катталуучулары. Бүгүн биз Байдыйкан компаниянын дүкөндөрүнүн бирине кайрадан келдик. Мурун биз бияка келип кеткенбиз. Химикаттар тууралуу, жер семирткичтер тууралуу, үрөндөр тууралуу кичине маалымат бергенбиз. Бүгүн бир культурага токтолобуз. Жүгөрү болот, кукуруза. Ошол культурага токтолуп, толугураак маалымат берели. Ичинен Азирет мырза менен таанышабыз. Бул киши өзү сатуу бөлүмүнүн башкаруучусу экен. Бизге ошо жүгөрү жөнүндө толугураак маалымат берет. Өзү орусча сүйлөйт экен. Биздин интервьюбуз орусча форматында болмок. Туура түшүнүңүздөр. Азыр болсо ичине таанышып, жүгөрү жөнүндө толук маалымат сизге берели. Эгер сиз жүгөрү менен иштесеңиз, же келечекте жүгөрү менен иштейм деп максат коюп атсаңыздар, ошондуктан бул видео силерге кызык болот. Аягына чейин көрүңүздөр. Негизи бул каналга катталып коюңуздар. Анткени бул каналда биз айыл чарба жөнүндө бүт темалардын баарын тартып чыгабыз. Ошондуктан катталыңыздар. Азыр болсо Азирет мырза менен таанышып, сүйлөшүп маек куралы. Ассаламу алейкум, Азирет мырза. Как у вас дела? Вообще сейчас начался сезон, уже потеплело. Как у вас идут продажи? И расскажите, да, немного представитесь и расскажите немного о вашей компании. Валейкум ассалам. Меня зовут Кинжеев Азрет. Я являюсь руководителем отдела продаж компании Байдыйкан. Да, вы правы, сейчас сезон на носу, уже скоро начнутся пассивные работы. По некоторым культурам они уже начались, вовсю идут. На юге у нас полным ходом идет посев ячменя, пшеницы, люцерны. Здесь на севере тоже уже люди, кто не успел спахать, пашут, кто сеется. Вот. Так что у нас работа кипит, сезон начинается, мы на финишной прямой. Теперь осталось, не останавливаясь, дойти до осени. Удержать этот темп, да, нужно, да? Этот темп, да, удержать, да. Правильно. Азирет, мы сегодня будем рассказывать о кукурузе, да? Остановимся именно на этой культуре, теплолюбивой культуре. Расскажите, почему в Кыргызстане наши фермеры для выращивания выбирают именно кукурузу? Ну, в первую очередь, это, конечно, вообще, когда мы говорим о какой-то культуре, почему фермер выбирает какую-либо культуру, это дальнейший сбыт или его использование. У кукурузы это очень большой спектр, именно по куда его реализовать или как использовать. В первую очередь фермеры выращивают, конечно, для скотины, для кормов, да, как и для птицы, так и для крупного и мелкого рогатого скота. Кукуруза является очень высококалорийным кормом, очень хорошо подходит скотине, скотина набирает хороший вес. Допустим, у курицы сразу цвет кожи меняется, она более естественной становится. Вот. Во вторую очередь это, конечно, экспорт в соседние страны. Допустим, в Узбекистане, в Таджикистане кукуруза выращивается очень мало, но потребность высокая. Вот. И поэтому, выбирая кукурузу, в первую очередь фермер ориентируется именно выращенный урожай, куда он сможет продать, реализовать или использовать, как. Вот. Так как в Кыргызстане очень много скотины, вот, и сейчас очень сильно набирают обороты птицефабрики, их становится очень много. Вот. Поэтому
потребность у нас в Кыргызстане не маленькая. К примеру, в Кыргызстане в 2022 году по анализу было выращено 700 тысяч тонн кукурузы. 700 тысяч тонн. Да, Немало. зерна, да, немало. Половина из этого объема, она приходится на внутренний рынок переработки. Корма, комбикорма и так далее. Вторая половина объемов уходит в ближайшее зарубежье. Узбекистан, Таджикистан в основном. Поэтому фермеру очень удобно. Допустим, если даже у него нет скотины, он знает, что сможет продать ее, реализовать. Спрос высокий. Еще вторым фактором это является хранение. Если правильно соблюдены именно по влажности параметры, то она очень может долго храниться, вплоть до года, без проблем, и с ней ничего не будет. И вот при хранении таких рисков таких нету, если, конечно, туда не попадет влага. А так она может лежать и лежать, и потом, когда фермеру надо, он может ее реализовать. Азирет, то есть получается кукурузу в основном выбирают почему? Потому что он есть хранится... рынки сбыта и есть хранение. Да, абсолютно. два главных фактора это есть рынки сбыта. Да. То есть тот человек, который выращивает кукурузу, он может ее легко продать. Да. То есть он на этом этапе продажи, на этом этапе у него не будет проблем. Да. Не будет, скажем, такие проблемы, как с другими культурами, да, как часто это происходит. Да. То есть они выращивают, а потом наступает этап продажи, и там цена не устраивает, или же там по своей не самоокупируется, поэтому на этом этапе в Кыргызстане этой проблемы нету, да? Да, на этом этапе в Кыргызстане это так заостренно, проблемы нету. Почему фермер выращивает кукурузу, именно выбирает кукурузу, тоже хотелось бы добавить. Это на сегодняшний день технология выращивания, она идет не от ручного труда, как раньше, не применяется ручной труд, а все делает техника. Ну, вот От начала до конца, да, все делает техника. Плюс, когда мы говорим о зерновых культурах, что хорошо у кукурузы, у нее очень большой потенциал урожайности с гектара. Вот. И за счет чего рентабельнее выращивать, допустим, из зерновых кукурузу, нежели там ячмень или пшеницу. Но здесь один важный фактор есть, это полив. Кукуруза, она у нас любит воду, влаголюбивое растение, и поэтому обязательно должен быть полив. И там уже, конечно, рентабельность намного возрастает, и урожайность, и становится интересно, более интересно, нежели выращивать ячмень и пшеницу. У нас в Кыргызстане 7 регионов, 7 областей, да? То есть, скажем, южная часть, она более такая теплая, там климат совсем другой, в северной части холодно. Так как это культура теплолюбивая, вот вы можете сказать, как у нас в севере на севере у нас происходит с выращиванием кукурузы? Да, я вам могу абсолютно полностью рассказать, именно в плане того, что здесь у кукурузы они тоже делятся. Как вы знаете, в России тоже очень холодно, допустим, да, и там есть такие сроки созревания у кукурузы, делятся на сроки созревания. Есть ранние гибриды, которые подходят для холодных регионов, где очень не сильно жаркое лето и не длительная продолжительность лета, так скажем, да. К примеру, назовем у нас Нарынскую область, да. Там у нас выращиваются 70-80-дневные гибриды, которые за 70-80 дней от всхода до уборки урожая, они полностью созревают. Вот. Там плюс-минус 10-15 дней, потому что когда мы говорим 70-80 дней, это созрело, но его еще не хотят наши фермеры косить. Почему? Потому что его надо сушить. И они оставляют его на поле, досушиваться. Еще 10-15-20 дней занимает эта процедура, она досушивается, и потом его косят сухим, чтобы убрать сразу на склад. Если они скосят его после того, как она созрела сразу, там есть понятие влажность, она может сгнить. Вот. Такой вот тонкость такая есть, да? Да, а так в северных регионах у нас вообще по Кыргызстану можно выращивать кукурузу почти везде. Почти везде. Просто здесь самое главное правильно подбирать гибриды по регионам, по областям. У каждого гибрида есть свое такое понятие районирование. Районирование, да. Она непосредственно под определенные районы подходит. Вот. И здесь надо выявить, какой гибрид под какой район. Когда мы про какую-то область говорим, под эту область мы подбираем гибрид, смотрим, испытываем и смотрим на показатели. Если он себя хорошо проявляет, тогда мы начинаем консультировать и предлагать это фермеру. То есть, Азир, это получается
в любой точке Кыргызстана можно с большим успехом выращивать кукурузу, да? Да. И вот вы как один из руководителей, то есть вы руководитель продаж Байдыхан, вы можете консультировать, правильно? Да. То есть, скажем, с региона приезжают, не только покупают у вас семена, там, да, химикаты или удобрения, вы можете еще также проконсультировать. Да, конечно, обязательно. У нас есть как и специалисты именно узкой направленности, это там средства защиты растений специалисты, по средствам защиты по агрономии. Вот. Также есть такие специалисты, которые могут общими знаниями, так скажем, проконсультировать. Если какие-то более такие нюансы, такие, знаете, ну, во всех делах как бы есть нюансы. Там уже мы можем подключить специалистов, они могут подключиться и проконсультировать полностью. А так, да, мы консультируем, полностью объясняем, как, что, подбираем гибриды и можем сопровождать от начала до конца консультации. То есть компания Байдыхан поможет и выбрать под определенный климат, да, семена, да, можем сказать, выращивать, все подбирать. И вот на прошлых роликах мы разговаривали о том, что вы договариваетесь с Узбекистаном, да, с крупным потребителем. Можно сказать, он у нас будет огромное количество выкупать кукурузу. Это ведь тоже какой-то гарант, да, для фермеров, которые выращивают кукурузу. Можете об этом немного вкратце рассказать? Основная цель и задача была повысить рентабельность кукурузы для фермеров. Для повышения рентабельности это надо повысить спрос. Мы нашли в Узбекистане один завод, он работает, это завод крахмалопаточный, производит крахмал и патоку из кукурузы. Вот. И получается, раньше они закупали кукурузу в Казахстане. Вот. Мы вышли на них, встретились, договорились, обсудили поставки, обсудили цены, сделали такое лучшее, удобное для них предложение, нежели с другими поставщиками по сравнению. И им наше сотрудничество понравилось, наше предложение понравилось, и они подписали с нами 5-летний контракт на поставку кукурузы с объемом 50 тысяч тонн в год. Вот. И мы повысили спрос. Повышая спрос, мы повышаем рентабельность, цены начинают расти, что очень хорошо сказывается для нашего фермера. Потому что на сегодняшний день, поставляя удобрения, семена, химию, если мы не будем заботиться о том, чтобы фермер, это мало того, что он сейчас все у нас импортное получается, приводим из-за рубежа, он покупает дорого. Покупая все дорого, если он будет продавать дешево, то он завтра скажет: я не буду землей заниматься, это бросит это дело и станет это неактуальным, нерентабельным для нашего фермера. Поэтому мы стараемся и здесь полученный урожай помочь ему реализовать по хорошей цене. Да, мы не говорим, что мы дадим дороже, чем другие или что-то еще, но когда за определенный объем начинает бороться несколько лиц, которым надо произвести поставки или переработку, тогда цена, соответственно, уже у фермера растет, и он может выбирать, хочет тому продать, хочет тому продать. Кто дороже даст, тому и продаст. Вот. Ну, вы, можно сказать, такой спрос зародили, да? Да. И вот по вашим прогнозам, и вот как вы думаете, мы можем в год поставлять качественную, хорошую кукурузу? На это прогноз дадим, я думаю, очень хороший. Недавно руководители этого завода приезжали к нам в Кыргызстан для подписания контракта. Также у нас было время показать им наше зерно. И плюс им очень нравится с нами работать в плане того, что мы стараемся им поставлять качественное зерно, не чисто просто, чтобы пропихнуть объемы. Вот. Но они выявили несколько гибридов кукурузы, которые бы они хотели бы иметь в следующем году, по которым бы они хотели работать. Эти гибриды отличаются крупным зерном, поэтому они в этом году как бы мы поработаем на том, что есть у нас в Кыргызстане до осени, а на следующий год мы уже будем целенаправленно поставлять зерно от этих гибридов. У них получается исключительно только на крахмал, да, на производство крахмала, да? Крахмала, патоки, мезги и масло. Вот даже несколько продукций, да? Да. Вот позади меня стоит загруженная фура кукурузой в мешках. Вот как вы видите, узбекская машина. Вот.
Мы скупаем у фермеров кукурузу, наши грузчики приезжают к нему на склад, полностью все мешкуют, машина подгоняется, машина грузится, документы делаются и потом отсюда отправляется уже в Узбекистан. Каждый день у нас идут отгрузки от 10 до 15 машин, по мере возможности, сколько машин находим, которые уезжают в Узбекистан. Вот. Вызываем, договариваемся и производятся отправки. Так что вот такая работа проделывается. У нас целая команда работает на отправке. Какие фирмы мировых производителей представляет компания Байдыхан? В этом году у компании Байдыхан добавилась и расширилась линейка товаров. К примеру, в этом году мы, получается, представители компаний, около 10 зарубежных компаний, мировых брендов, так скажем. Вот. К примеру, если говорить по листовым подкормкам, то это две компании. Один производитель жидких удобрений из Испании, компания SAS. Вот их линейка товаров это Folkrop. Второй производитель это из Италии, компания Agaферт. Их линейка товаров Агасол, вот позади меня находится, это водорастворимые листовые подкормки. Потом также из семян, получается, мы являемся представителем компании Continental Semences. Это на сегодняшний день один из самых популярных сортов люцерны, Джея. Вот. И также есть линейка других сортов люцерны. Вот. Они очень популярны у нас в Кыргызстане среди наших фермеров. Завоевали их любовь. Потом по кукурузе мы являемся представителями компании Limagrain, Сингента, Пионер и RGT. Вот. По Limagrain у нас эксклюзивный дистрибьюторский договор. Вот. И получается, компания Limagrain, хотелось бы отметить, в позапрошлом году мы провели испытания, привезли на 10 гектар, провели полевые испытания. Он очень себя хорошо показал, проявил. В прошлом году по Чуйской области было массово посеяно в размере 800 гектар, на площади 800 гектар, порядка несколько десятков фермеров их посеяли для пробы, вот, и показали одни из самых лучших результатов по республике. Вот. Также хотелось бы отметить такие компании, как Пионер и Сингента, такие гибриды, как 0937, Г98 в Пионере, там в Сингенте это гибриды Майами, Гидра, это давно полюбившиеся, хорошо себя зарекомендовавшие гибриды, уже не один год, а на протяжении многих лет они уже себя хорошо показывают. Это компании тоже мировые лидеры, одни из мировых лидеров. И фермеры их хорошо знают, им нравится этими гибридами работать. Просто компания Байдыхан тоже всегда ищет что-то новое, растет, расширяется, и каждый год у нас добавляются новые товары. Вот в этом году, кстати, хотелось бы отметить, что мы стали дистрибьютором компании Хазера. Это одна из тоже мировых лидеров по производству семян овощей и бахчевых. Вот. Также компания Holler мы являемся представителем. Это американская компания. Хазера это голландская, израильская компания. Вот. И сингентовские овощи у нас тоже мы являемся представителем. Голландские семена. Ну, это все компании, которые являются реально мировыми лидерами по всему миру. Широко известные большим фермерским сообществом. Короче говоря, дает хорошие результаты, да? Да. То есть и это несколько лет уже подтверждено, да? Да, и при этих всех компаниях работают научные институты, селекционные, которые тратят годы и миллионы долларов на разработку каждого гибрида, каждого сорта. И вы представляете, да, допустим, чтобы вывести один гибрид кукурузы, требуется порядка 10 лет. Это не говоря уже о сколько миллионов долларов. И поэтому эти компании ведут такую работу, и поэтому их гибриды дают такие урожаи и радуют фермеров. Да? Азирет, расскажите вот именно конкретно о каком-нибудь сорте кукурузы, то есть преимуществом какого-нибудь сорта. Да, давайте я расскажу вам о компании Limagrain, вот непосредственно, которая в прошлом году себя показала наилучшим образом. В прошлом году нашими фермерами было взято на 800 гектар семян кукурузы, посажено.
И, так скажем, урожайность оказалась выше того среднего показателя, который раньше получали фермеры. Да? Вот. В среднем это было 12-13 тонн урожайности по Чуйской области. На юге было посажено мало. Вот. Большую часть работы мы проводили здесь по рекламе. Вот. На юге в этом году мы начали проводить рекламу, чтобы фермеры могли увидеть. Вот. И это оказалось 12-13 тонн в среднем. А так показатели были, конечно, ошеломляющие у наших фермеров, так скажем. Один из самых лучших показателей это было 21 700 килограмм, да, 21 тонна 700 килограмм с гектара получено было нашим фермерам. Вот, конечно, такие показатели, как он получил, это единицы, кто могут достигнуть, потому что это годы работы, уход за землей, правильный севооборот, внесение удобрений, все сделано своевременно, полив и так далее. Вот. И второй, также еще один был показатель, также у нашего фермера достигнут в 23 тонны в зерне, что является на сегодняшний день рекордом Республики Кыргызстан. То есть получается в 2 раза больше можно получить урожай, да, при хорошем подходе? Да, при хорошем подходе, правильно подобранном гибриде, при хорошем уходе и правильно сделанной агротехникой можно получать урожаи очень большие, в порядке там 18 тонн, 20 тонн, да, 22 тонны, 23 тонны, это, конечно, очень тяжелые результаты, это годы работы, сразу такие результаты получить не каждый сможет, вот. Но достижимые. Достижимые. Эти же фермеры в этом году, наоборот, еще хотят больше получить, там 25 и выше говорят, ну, посмотрим, время покажет, а так, даже урожайность в размере средней 12-13 тонн, это очень хороший показатель считается для нашего фермера, потому что у нас есть фермеры, которые получают показатели 7-8 тонн средний. Вот. При расходе на гектар, ну, условно, когда фермер делает математику, примерно он берет 5 тонн себестоимость, уходит на себестоимость. Вот. Мы проделывали подсчеты по расходам на 2023 год, и без аренды земли, то мы получали в районе 105 тысяч, 100-105 тысяч при нынешних ценах, расход на гектар. Все подорожало, техника, услуги подорожали, удобрения, семена. Вот. Ну, это мы говорим о хорошей агротехнике, 100-105 тысяч сомов. Конечно, у нас в Кыргызстане хотелось бы донести фермерам, что надо ухаживать, но единственный, так скажем, бич наших фермеров это аренда на 1 год. Когда фермер берет землю в аренду на 1 год, туда, конечно, нет смысла сильно вкладываться. Вот. Это большая проблема. А те фермеры, которые имеют свои земли или у которых долгосрочная аренда на 3-5 лет там, да, и выше, я бы им посоветовал работать хорошо, вкладывать, не жалеть. Почему? Потому что удобрения, особенно фосфорные, калийные, имеют накопительный эффект. И если в первый год по системе начать работать, то если даже сильно больших результатов в первый год не достигнет, но со 2-го и 3-го года у него начнутся рекордные результаты для него самого же. На перспективу надо работать. На перспективу надо работать, да. Сейчас фермер тратит в среднем где-то 60-70 тысяч на гектар. Вообще хотелось бы что отметить именно по агротехнике. Культивация, уборка, арыки, посев, пахота, мала, это те операции, которые делаются фермерами, это делают все фермеры, независимо, плохой фермер или хороший фермер. Единственная разница между плохим и хорошим фермером, знаете во что? Это удобрение. Я не скажу, я неправильно, может, выразился, извиняюсь, плохой фермер. Фермер, который на всем экономит, и фермер, который делает все по агротехнике. Вот единственная разница это удобрение. В основном из наблюдений это порядка, если фермер, который на всем экономит, он тратит на гектар порядка там на удобрение 10 тысяч сомов, и это в основном азотные удобрения, которые в основном влияют на рост
в меньшей мере влияют на урожайность. Вот. А для того, чтобы мы могли повысить урожайность, мы должны работать в комплексе. Как и азотные удобрения, так и фосфорные, и калийные удобрения, плюс еще и микроэлементы. Вот. И когда мы в комплексе работаем, мы можем получить потенциально высокий урожай. Вот. И между тем фермером, который делает все по технике, по технологии, да, он тратит 40 тысяч сомов. И разница составляет порядка 30-35 тысяч сомов. Но разница в полученном урожае составляет там 4-5 тонн. Понимаете? 30-35 тысяч сомов, это у нас условно, если в зерне считать, там по сезону это 2 тонны кукурузы, да? Он расход больше делает на 2 тонны кукурузы, но получает урожайность на 4-5 тонн, там, а 3 тонны самое мало, больше, чем тот фермер, который экономит на всем. Скупой платит дважды. Здесь, Да, наверное, так и можно да. сформулировать. Ну, да, вот единственная большая проблема, почему мы смотрим, наблюдаем, это вот аренда на 1 год. Там, конечно, мы тоже не видим смысла сильно вкладываться. Вот, там, конечно, в перспективе более рентабельно работать азотными удобрениями. Это тоже понимаем, но это вот такая большая проблема. Из того, чтобы я хотел еще отметить, это являются гибриды кукурузы. Вот. Здесь одно из самых важных моментов — правильно подобранные гибриды, количество семян на гектар, это тоже очень важно. Вот. По лимагрейновским гибридам на сегодняшний день компания Байдыкан в этом году поставляет 12 гибридов, линейку из 12 гибридов, которые подходят для всех областей, для всех районов Кыргызской республики. Вот. Они будут начинаться от 70-75 дней созревания до 145 дней созревания. Вот. Поздние гибриды у нас больше подходят на юг и частично подходят здесь в Чуйской области. Остальные гибриды для Таласской области, Нарынской и Сыкульской области. Вот. Хотелось бы также отметить гибриды от компании Лимагрейн тем, что после посадки растения от этих гибридов, они очень сильно отличаются от другой кукурузы. Это что? Это энергия роста. Оно очень активно растет. У нее лиственный аппарат имеет темно-зеленый цвет, яркий темно-зеленый цвет и очень широкий листовой аппарат. Помимо этого имеет очень хорошую схожесть. Я бы сказал, по моим наблюдениям, выше, чем у всех других конкурентов, ну, или других гибридов кукурузы, да. Вот. Также хотелось отметить высокую урожайность и одно из самых больших, часто задаваемых вопросов, как он подходит для скотины. Есть просто гибриды, которые ты вырастил, получил и начинаешь давать скотине, и как будто ты даешь и не даешь, разницы нет. Вот. По калорийности, по пищевой ценности гибриды от компании Лимагрейн являются одним из самых номер один в мире. Они с самых высокими показателями калорийности обладают. Почему? Потому что вообще изначально компания Лимагрейн это изначально был создан фермерами Франции. Кооператив они создали, где начали именно для откорма скота, для дойных коров выращивать кукурузу свою, пробовать. И потом у них начало это все получаться. И там они уже подключили институт селекционный, который именно по селекции отвечает. Вот. И вместе с учеными они начали выводить гибриды, на которых скотина будет хорошо набирать вес, калорийные гибриды, так скажем, с большой пищевой ценностью. Получается, так как у нас в Кыргызстане скотоводство тоже очень развито, правильно? Да. И кукурузу в основном выращивают для кормов. Да. И вот этот самый Лимагрейн, тот самый сорт, который можно выращивать именно для того, чтобы кормить свой скот, да? Именно Да. в калорийном плане он очень превосходит все остальные сорта. Да, да. Цена на сегодняшний день за мешок $115. Здесь 50 тысяч пассивных единиц, 50 тысяч семян. Вообще, когда мы говорим о кукурузе, мы считаем на гектар штучно, не килограммами.
Поэтому здесь в каждой компании есть свое количество семян в мешках. Вот, в Лимагрейне это непосредственно 50 тысяч семян, и этого хватает в среднем на 70 соток. А вообще на гектар кукурузы норма расхода 70 тысяч семян. Помимо того, что в компании Лимагрейн все гибриды имеют высокие пищевые ценности, да, так скажем, есть в этой компании гибриды, которые целенаправленно сделаны, выведены для того, чтобы откармливать скот. Там у них на этикетке написано Animal Nutrition. Гибриды с такой этикеткой, они именно предназначены для откорма скота и самым хорошо подходят. То есть те, кто хотят в целях производства корма, выращивать для производства корма кукурузу именно, вы предлагаете и порекомендуете именно этот данный сорт, да? Да, эти гибриды, там их несколько гибридов с разных ФАО, для разных регионов. Вот, в этом году 2 из них прибудут к нам в компанию, мы проведем испытания, покажем фермерам. Вот, и там уже, уже по 2022 году у нас есть фермеры, которые именно купили семена кукурузы, вырастили и начали откармливать свой скот. У них очень положительные отзывы, они очень рады. Скотина очень хорошо откармливается. Вот. Здесь очень хорошие результаты. Да, здесь как наблюдение производят фермеры. Допустим, есть гибриды кукурузы, которые ты там условно дал 3 килограмма, и скотина она кушает и ничего не остается. А есть высококалорийная кукуруза, которая высокие пищевые ценности, которые ты дал скотине 3 килограмма, она 1,5-2 килограмма смогла скушать, или там килограмм, и больше не может скушать, наелась. Да? Вот это и есть один из показателей таких. Вот. Ну и плюс, конечно, привес самой скотины. На вес потребляемого корма, сколько она прибавляет в весе живом. Вообще было бы интересно, да, вот такой тоже контент снять и показать наглядно, скажем, откармливается данным кормом, откармливается другим кормом, и показать это наглядно, да, зрителям тоже. Да, конечно, было бы классно. Вообще компания Байдыхан выращивает кукурузу. Свои есть испытательные демо-поля, где мы выращиваем кукурузу, показываем это фермерам. Новые гибриды презентуем им. Но скотиной мы еще не занимались, да, поэтому такого опыта мы не сможем пока в этом году заложить. Но было бы очень интересно, вы правильно говорите. И у нас очень много фермеров, у которых есть скотина. И мы их всех подговариваем, именно говорим, давайте вот, чтобы понять, куда вы деньги вкладываете, чем вы кормите, где ваши деньги, где вы свои деньги теряете, где вы наоборот зарабатываете. Для того, чтобы это понимать, математику, мы им говорим, возьмите 10 быков, кормите на этой кукурузе, и 10 быков кормите на этой кукурузе. Для сравнения. Для сравнения. И тогда вы поймете, да, что лучше. Вот. Ну, конечно, скотина не кормится только кукурузой. Это одна из частей корма, так скажем, да. Ну, сделать одинаковый корм весь у этих 2 десятков голов. И единственное, поменять только гибриды кукурузы. И тогда будет видно. Примерно. Да. Конечно, точно анализ это должен делать не фермер. Много очень факторов, которые надо учитывать. Это должен делать, конечно, какой-то институт или какой-то департамент, специалисты непосредственно, конечно. Вот. Ну, хотя бы на таком, на нашем уровне, который есть у нас в доступе, так скажем, можно провести какие-то испытания. Да. Ну, будет, но я надеюсь, что мы, может быть... Уже есть пару человек. Уже есть пару человек, я, может быть, дам вам их контакты, да, если они в этом году так начнут делать, мы подключимся, посмотрим, тоже проверим. Да, это будет таким хорошим. Для нашего фермера в первую очередь надо что? Все упирается в итоге в денежные средства. Да. Сколько он зарабатывает. Если, допустим, он на откорм скотины, чтобы заработать там 100 тысяч сомов с этого быка, потратил там 30 тысяч сомов на этом корме, а на этом корме эти же 100 тысяч, чтобы заработать, потратил 25 тысяч сомов, вот она и выгода, да? Да, по деньгам можно такое сравнение сделать, да, грубо говоря. Ну да, может быть, в будущем мы снимем такой ролик. Надеюсь, да, если получится, да. Так это пока амбиции. Немного расскажем о наших товарах. Позади меня находятся итальянские листовые подкормки, водорастворимые от итальянской компании Агоферт, называется Агосол. Здесь представлены 5 компоновок с разным составом.
калийные, азотные, фосфорные. И также в каждом присутствуют микроэлементы. Вот. Они очень себя хорошо показали на полях наших фермеров. Вот. Используются при вегетации путем опрыскивания. Также используют в тепличных хозяйствах. Вот. И здесь цена варьируется в зависимости от состава. Некоторые составы подешевле, некоторые составы подороже. Ценовая политика где-то от 260 сом за килограмм до 320 самый дорогой. Самые дорогие это универсальные, азот, фосфор, калий, плюс микроэлементы 21, 21, 21 и 1054, 10 фосфорный с большим содержанием фосфора. Подешевле уже с более-менее содержанием фосфора, с более маленьким содержанием фосфора, с более маленьким содержанием калия. Подешевле. И средний сегмент это у нас с высоким содержанием калия. Также хотелось бы вам показать, вот здесь пройдем дальше к тем другим листовым подкормкам, которые мы говорили. Они сделаны на основе аминокислот. Также здесь присутствуют микроэлементы, гуминовые кислоты. Это получается у нас производитель испанская компания SAS, очень популярная, очень знаменитая. Вот, линейка товаров называется Folkrop. Здесь представлена линейка товаров как против стресса, когда у нас растение находится в угнетении. Также и когда растению нужны какие-то микроэлементы. Вот. Ну и плюс сами аминокислоты, конечно, показывают хороший результат. Вообще мы советуем применять листовые подкормки водорастворимые, которые я вам сейчас показывал, Агасол и Folkrop совместно. Совместно они дают шикарнейший результат, показывают буквально, если вы сегодня опрыскивали, то через 3-4 дня вы уже можете наглядно увидеть результат. Он прям явно виден, растение оживает, растение меняет цвет, приобретает более здоровый вид, быстрее отрастает. Ценовая политика здесь зависит от размера тары. Чем больше тара, тем дешевле за литр получается. А вообще цена начинается от 700 сомов и самая дорогая у нас 1100 сомов. Он у нас закончился. Это калийный, Folkrop калий, К35. Нет, вот есть. Вот, это самый дорогой. Средний сегмент это Folkrop амин в районе 950 и 900 сомов. Folkrop бор-молибден. Подешевле сегмент это Folkrop комби. Одним из хитом продаж прошлого года, который самый хорошо себя показал, это был, конечно, Folkrop Golden. Он показал нереальные результаты, так скажем. Очень хорошо себя показал, как и после, как против стресса, когда у нас было у фермеров получены ожоги при гербицидной обработке. Быстро восстановил растение, растение быстро отошло и начало расти дальше, продолжило вегетацию. Семена от компании Pioneer, полюбившаяся компания нашим фермерам. Здесь цена за мешок идет $190. $190. Здесь 80 тысяч посевных единиц, 80 тысяч семян. И хватает этого в среднем на гектар 10-15 соток. Вот. И хотелось бы также отметить, что цены они действуют на сегодняшний день, ну и на ближайшее время, но цены часто меняются. И по семенам кукурузы вообще действует система предоплаты. Когда фермер может дешевле, вот, к примеру, я на примере Пионера вам скажу, что до Нового года у нас была цена $180 за мешок. Человек приносит 50% предоплаты, бронирует, какой нужен ему гибрид. Когда семена приходят, он приносит остальные деньги, вот $90 в начале, $90 в конце и забирает семена по $180. Если человек не сделал предоплату, то уже по факту он может приобрести их по $190. Вот такие нюансы есть, поэтому призываем фермеров заранее бронировать. Бывает очень часто, что фермеры поздно подхватываются и семян уже не остается, какие они хотели. Здесь у нас представлены сингентовские семена. У нас в ассортименте имеются гибриды Кариока, Майами, Андромеда, Гидра. Вот, два из них, Майами и Гидра, очень популярные, давно признаны нашими фермерами и очень много сеют. Любят наши фермеры эти семена. Цена на сегодняшний день $170. На них до сих пор открыта предоплата.
Семена придут у нас 25 марта, основная часть семян. Вот. Так что можете обращаться. Здесь в мешке 80 тысяч семян, 80 тысяч посевных единиц. Вот. Это ухватит так же, как и в Пионере, на 1 гектар 10-15 соток.